На картине огромная змея, да, глотала хищных зверей. И она раздумывала о полной приключении жизни Джунгли, тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им? Разве шляпа страшная? Заговорили мне. А это была совсем не шляпа. Итак, в первый вечер я уснул на песке в пустыне, где на 1000 миль вокруг не было никакого жилья. Человек, потерпевший кораблекрушение, затерянный на плоту посреди океана, и тот бы не был так одинок. Вообразите же мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок. Пожалуйста, нарисуй мне барашка. Нарисуй мне барашка. Я вскочил, точно надо мной грянул гром, и вижу, стоит необыкновенный какой-то малыш и серьезно меня разглядывает. Наконец ко мне вернулся дар речи. Но что ты тут делаешь? Пожалуйста, нарисуй мне барашка. Я не умею рисовать. Все равно, нарисуй барашка. Я не умею рисовать баранов. Я умею рисовать только это. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. На планете маленького принца всегда росли простые скромные цветы. А этот пророс однажды из зерна, занесенного неведомо откуда. И маленький принц не сводил глаз с крохотного ростка, не похожего на все остальные ростки и брюки. И вот, наконец, однажды утром, едва зашло солнце, лепестки раскрылись. Столько трудов положил, готовясь к этой минуте, сказала, позевывая. Я насилу проснулась. Прошу извинить. Я еще совсем растрепанная. Как вы прекрасны! Да, правда? И заметьте, я родилась